Здравствуйте! Добро пожаловать в наш Помозинский школьный краеведческий музей. Меня зовут Александр Васильевич Шевелев. Наш школьный музей был образован еще в далеком 1963 году. Главная задача школьного музея – это помощь в учебно-воспитательном процессе школы. За эти годы тысячи и тысячи детишек прошли через стены нашего музея. И, надеюсь, все они стали большими патриотами своей малой родины, своей большой родины. Главная наша цель – воспитывание патриотизма среди наших молодых, юных людей. Что такое патриотизм? Патриотизм – это любовь. Это любовь к своим близким, родным, любовь к своей малой родине. Это может складываться большая любовь к своей большой родине. Каким образом мы воспитываем наших детей? Естественно, с помощью наших экспозиций, экскурсий, тематических вечеров, предметных уроков и так далее. Школьный музей должен иметь свою конкретику. Не надо абстракций, не надо каких-то общих слов, потому что юные души они воспринимают то, что им очень близко, как-то личностно. Скажем, когда они приходят и смотрят на этих людей, наших воинов-победителей, они видят не столько эти фотографии, они видят в них своих дедов, прадедов, потому что нет такой семьи, у которого где-то кто-то не погиб в той страшной войне. Поэтому, когда им начинаешь рассказывать, когда они начинают выискивать, искать своих дедушек, прадедушек, у них, естественно, уже появляется разумный интерес и появляется печаль, боль в глазах. Это, наверное, самое главное. Также по другим, скажем, по афганской теме, тематика по чеченской, или же, если у нас смотрим наши экспозиции бивни мамонтов, это тоже наши бивни, как говорится, тоже наши мамонты. Именно от конкретного к более общему задача работы нашего музея. Отдельно про наши музейные уроки. Возьму за пример музейный урок по родной литературе. Скажем, дети изучают повесть Василия Юхнина «Алая лента». Но они прочитали у себя. Но, естественно, они не воображают, не понимают, скажем, во что одет главный герой, что у него в руках. И поэтому приводят сюда детей, и начинается предметный музейный урок. Учитель спрашивает: вот скажите, во что был одет главный герой этой повести? Найдите ту вещь. Находят, скажем, этот Лузан. Возьмите эту вещь, покажите всем. Естественно, все начинают понимать, потому что одно дело читать по книжке, другое смотреть своими глазами. Наши дети, наши школьники получают прекрасные, очень хорошие знания, получают призовые места на олимпиадах по историческому краеведению, по истории и по родному языку литературы. Музей – это живой организм. Здесь одно время живет и прошлое, и настоящее, и будущее. Кто не знает прошлого, тот не поймет суть настоящего, никогда у него не будет нормального будущего. Спасибо.